Рабочими уже вырыты траншеи для укладки полиэтиленовых труб. Протяженностью 350 метров и диаметром 160 сантиметров они совсем скоро заменят старые. Такой вариант хорошо подходит для этих работ, так как этот материал обладает высокой прочностью и хорошо устойчив к перепадам температур, а трубы не влияют на качество воды, то есть из них смело можно пить. На этой улице более 15 жилых домов. От жителей поступали многочисленные жалобы в администрацию города. Зарета Веджижева живет здесь четверть века. И по ее словам, последние годы из-за ветхости железных труб эта проблема стала для всех общей головной болью. Буквально через пару дней от всех этих проблем останутся только воспоминания. Сейчас специалисты практически наполовину выполнили свою работу. И собираем, эти трубы собираем. Как мы эти трубы 2 дня соберем, то начнем подсыпку, делать подсыпку, закроем воду, делать подсыпку, потом трубы уложим и насыпь, и все. В принципе, работа 40% закончена. Помимо этого еще установят шиберные задвижки, для того, чтобы при возникновении аварии на массиве не приходилось отключать чуть ли не половину города. Конструкция даст возможность перекрывать трубы большого диаметра со сравнительно небольшим усилием, и доступ на ремонт или техобслуживание будет открыт. Где-то в начале следующей недели уже полностью будут работы закончены, подключены люди к воде. Я думаю, что проблем уже в дальнейшем у жителей этого массива, в частности этой улицы, не будет. Новые трубы должны выдержать большой напор давления воды и прослужить долгое время, уверяют в администрации. Мадина Цора, Асхаб Белакиев, Новости 24.